Приветствовать всех, кто присоединился к нашему вебинару. Мы начинаем новый учебный год и продолжаем нашу работу в проекте 500+. Коллеги, пожалуйста, дайте обратную связь, хорошо ли слышно, хорошо ли видно, видна ли презентация, слышно ли меня. Так, замечательно. Итак, коллеги, я поздравляю вас всех с началом нового учебного года и надеюсь, что наше с вами сотрудничество в этом втором полугодии этого года будет достаточно продуктивным, эффективным, и мы с вами выйдем на решение тех задач, которые сформулировали в своих концептуальных документах, в своих концепциях развития образовательных организаций, среднесрочных программах и антирисковых программах. Коллеги, сегодня мы с вами поговорим о том, каких результатов мы с вами достигли по итогам первого полугодия нашей совместной деятельности и о тех задачах, которые уже стоят перед нами на второе полугодие. В течение конца августа и вот начала сентября за это время уже прошло 3 федеральных вебинара для региональных координаторов. И о тех задачах, которые были поставлены на этих вебинарах, сегодня мы с вами тоже поговорим. Я очень рада приветствовать всех, кто с нами сегодня работает. С нами, я вижу в чате, да, обозначили себя и наши муниципальные координаторы. Конечно, ваша роль в проекте, она очень важна. Сегодня с нами работают и кураторы, вижу, что вы себя в чате обозначили. И, конечно, с нами сегодня работают участники проекта. Напоминаю еще раз вот нашу организационную схему, как мы с вами взаимодействуем. Так, замечательно. Это практически все муниципальные образования уже к нам присоединились. Если кто-то еще не успел, я думаю, что сделает это в ходе нашей совместной работы, либо уже потом посмотрит запись нашей информационной сессии. То есть мы с вами работаем на основе дорожной карты проекта, которая утверждена Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми приказом. И по этой карте мы продолжаем нашу с вами совместную деятельность. В этом полугодии нас ожидает продолжение работы над мероприятиями дорожной карты и еще кое-какие новые задачи перед нами уже поставлены. Коллеги, напоминаю, что мы с вами очень тесно должны выстроить наше взаимодействие на основе информационной системы мониторинга электронных дорожных карт ИСМЭДЭК. Потому что это является одним из важнейших критериев, по которому нас оценивает Федерация. То есть как мы с вами работаем, как мы с вами выстраиваем взаимодействие в этой системе. То есть не просто загружаем свои документы, но и очень важно, чтобы кураторы комментировали те документы, которые загружают в школу. Да, вот это вот взаимодействие внутри этой платформы, с помощью сообщений внутри платформы, оно тоже является одним из показателей эффективности нашей с вами работы. Напоминаю, да, в чем заключается роль муниципального координатора. Муниципальные координаторы помогают школам в разработке мер поддержки и в обеспечивании инфраструктуры и ресурсов, а также отслеживают ход реализации программ развития и антирисковых программ. Кураторы помогают школам в формировании и реализации программ развития школы и дорожной карты и формировании внутришкольных механизмов преодоления факторов риска и также участвуют в заполнении информационной системы мониторинга электронных дорожных карт. Я надеюсь, коллеги, что у вас никаких технических проблем с работой в ИСМЭДЭК не возникает, поскольку я вижу, что все школы, все кураторы в этой системе представлены, все вы работаете. Кто-то более успешно работает, кто-то менее успешно, но тем не менее все вы в этой системе есть. И тогда можно сказать, что технических проблем у вас нет. Коллеги, в июне проходила ВКС с управлениями образования, да, с участием начальников управления образования всех муниципалитетов Республики Коми, в ходе которой был представлен отчет о ходе реализации проекта 500+ на территории республики. И сейчас мы пройдемся по тем контрольным точкам, которые мы с вами должны были пройти в соответствующие сроки, и как на сегодняшний день обстоят дела с выполнением этих контрольных точек. Итак, коллеги, первая контрольная точка, которая перед нами стояла, это выполнение стартовой диагностики, проектной диагностики и самообследования. Контрольная дата была 1 апреля. Здесь вы видите два списка. Зеленый список – это те, кто к 1 апреля
все сделал и представил в системе ESMEDEC. Красный список – это те, кто сделал это позже, чем 1 апреля. Ну, на 1 сентября я посмотрела, у нас у всех с вами этот этап выполнен. Это замечательно. Вторая контрольная точка – это выбор направлений, выбор рисков. Мы видим, да, что зеленый список здесь побольше. К 1 апреля больше половины школ проекта справились с этим. И красный список здесь поменьше. На сегодня, на 1 сентября, все 100% школ выполнили эту контрольную точку, все направления рисков выбраны. А вот третья контрольная точка, она уже вызывает некоторые опасения, поскольку здесь должна была быть осуществлена загрузка концептуальных документов, то есть концепция развития должна была быть загружена, и среднесрочная программа образовательной организации. Контрольная дата была 30 апреля. По состоянию на 1 сентября, обратите внимание, коллеги, школа села Пожик, нет подтверждения куратора. Я вижу, что у нас присутствует муниципальный координатор. Пожалуйста, обратите на это внимание. Да? Обязательно куратор с школы Пожик должен подтвердить концепцию развития и среднесрочную программу. Сейчас, коллеги, я посмотрю точнее, что конкретно, какой из этих двух документов. Среднесрочная программа. Какая-то, видимо, может быть, техническая проблема возникла, может быть, куратор вовремя это не сделал, тем не менее, надо это сделать. Коллеги, напоминаю, да, алгоритм какой? Куратор отправляет на доработку документ, после этого школа может новый документ загрузить, после этого куратор может этот документ подтвердить. В том случае, если у вас уже документ какой-то был загружен. В данном случае, по-моему, никаких изменений вносить не надо, просто нужна отметка подтверждения куратором этого документа. Следующая, 4-я контрольная точка – это загрузка антирисковых программ. Коллеги, 2 школы на 1 сентября еще не загрузили свои антирисковые программы. Это школа села Пожик и СОШ номер 1 Троицко-Печорска. Коллеги, очень важно, обратите, пожалуйста, внимание, обязательно антирисковые программы у вас должны быть загружены, были быть еще 30 мая. На сегодняшний день еще этих программ нет. У нас с вами федерация мониторит, я скажу о результатах мониторинга 1-го этапа. Пока мы на хорошем счету, потому что был выборочный мониторинг, сейчас будет мониторинг уже сплошной всех организаций, кто не попал выборочно в 1-й этап мониторинга. Поэтому, коллеги, обязательно, пожалуйста, разместите свои антирисковые программы. Коллеги, присутствуют у нас здесь представители Троицко-Печорской и Усть-Кулома. Усть-Кулом у нас есть, да? Коллеги, в чате, пожалуйста, обозначьтесь. Усть-Кулом видела, Марина Александровна есть, да? Из управления образования. А Троицко-Печорск у нас есть или нет? Так, пока не вижу Троицко-Печорска. В общем, это 2 организации, которым необходимо активизировать свою работу. О сроках я немножко позднее скажу. Так, 5-я контрольная точка – это 1-й этап мониторинга. Контрольная дата должна была быть обозначена 30 мая, то есть к этой дате должны были быть представлены подтверждающие документы о проведении всех мероприятий, которые предусмотрены вашими антирисковыми программами по каждому направлению. На 30 мая были представлены документы у 5 образовательных организаций в полном объеме, в таком виде, в котором можно их зачесть. На сегодня 60% образовательных организаций документы представлены, но необходимо некоторым образовательным организациям доработать свои документы. Обращаю внимание, кому необходима доработка. СОШ номер 2 имени Кравченко, город Вуктыл. У вас представлены программы
внеурочных курсов, но эти программы у вас старые, они в 2018 году были утверждены. Коллеги, документы все должны быть датированы 2021 годом. Не 2020, не 2019, не тем более 2018, не раньше. То есть все документы должны быть утверждены в 2021 году. Поэтому, коллеги, пожалуйста, если присутствует у нас школа номер 2 имени Кравченко, город Вуктыл, необходимо ваши программы неурочных курсов актуализировать. Так, дальше у нас ООШ ПГТ Парма. У вас представлены документы, связанные с анкетированием обучающихся, с анкетированием учителей, но не представлен анализ этих анкет. Пожалуйста, это доработайте. И также у вас представлены документы только по 3 направлениям рисков из 5, которые вами были выбраны. То есть по 2 направлениям вообще никаких документов нет. Обязательно необходимо это доработать. Так, у Сизяпской школы также необходимо добавить анализ анкет. Я ее здесь не отметила, ее отметила, что у Сизяпской школы все хорошо, но тем не менее анализ анкет тоже необходимо будет добавить. Бриколанская СОЖ вообще нет документов подтверждающих. Коллеги, антирисковая программа загружена, куратором подтверждена, но нет ни одного подтверждающего документа. То есть очень важно, чтобы все подтверждающие документы были. Коллеги, вот вижу, есть у нас и кураторы, и муниципальные координаторы. Пожалуйста, обратите внимание на эти моменты. Так, вот коллеги пишут, что есть проблемы со связью, видеозвук зависает. Запись вебинара будет? Да, конечно, запись мы направим. Презентацию я тоже в рассылочке всем разошлю. И табличку с анализом по состоянию на сегодняшний день тоже отправлю всем. Коллеги, дальше смотрим. Чинья-Ворык. Необходимо также актуализировать документы, приказы. Приказы у вас тоже не 2021 годом, датированы 2020 годом. У вас есть приказ, который утверждает формы отчетов, но, к сожалению, нет самих заполненных отчетов. То есть за первое полугодие отчеты надо заполнить и представить здесь в виде подтверждающих документов. Серегова то же самое, да, необходимо заполнить отчеты по 3-му направлению, соответственно, документы доработать. Куратор должен дать школам возможность доработать документы, да, то есть отправить их на доработку в системе ИСМИД. После этого школы могут с документами поработать, удалить те, которые не нужны, либо добавить то, что необходимо. И после этого куратор опять ставит отметку о выполнении. Школа села Аджиром. Также необходимо дополнить отчет. И у вас только по 2 направлениям из 3 антирисковых программ представлены документы. То есть очень важно, да, по 3-му направлению тоже документы представить. Школа номер 9 села города Печора. У вас также необходимо доработать отчет по направлению. Так, и мы с вами видим, что у нас у школы Троицко-Печорска СОЖ номер 1 и у школы села Пожик вообще нет никаких документов и нет антирисковых программ, о чем я ранее сказала. То есть этим школам обязательно нужно поработать над документами. Так, коллеги, есть ли вопросы вот именно по содержанию документов, по доработке? Если вопросы будут появляться, можете писать мне на почту. Я пока еще в отпуске эту неделю буду. На следующей неделе из отпуска выхожу. И мы с вами сможем уже непосредственно взаимодействовать. То есть если есть вопросы по содержанию документов, пожалуйста, на почту пишите. Если есть вопросы, можете сейчас в чате разместить, либо во вкладочке «Вопросы», и мы с вашими вопросами поработаем. Итак, коллеги, обращаю ваше внимание еще раз, что очень важно при работе с подтверждающими документами. Необходимо размещать те документы, которые подтверждают проведение мероприятий и принятие вами мер, прописанных в ваших антирисковых программах. То есть не планы размещать надо уже, а необходимо размещать документы, которые подтверждают, что вы мероприятия, запланированные в ваших планах, вы их провели. То
есть это могут быть приказы о проведении. Да? Если вы запланировали анкетирование, то это должен быть анализ анкет с вами проведенных. Анализ статистических данных, например, если вы приводите статистику по успеваемости обучающихся, да, по проведению каких-то работ, оценочных процедур и так далее. Да? То есть анализ должен быть. Не просто статистика, табличка. Что с этой табличкой дальше делать? Да? Выводы какие-то и соответствующие, может быть, направления дальнейшей работы. Аналитические справки тоже могут быть в качестве подтверждающих документов. Отчеты должны быть заполнены. То есть не шаблон отчета вы прикладываете, а именно заполненный отчет. При этом, обращаю внимание, коллеги, все документы должны быть официальными, должны быть кем-то подписаны, желательно руководителем образовательной организации, желательно печать. Ну, может быть, если это аналитическая справка, то она может быть подписана, например, там, классным руководителем, да, тем, кто эту справку составлял, либо завучем. И документы целесообразно представлять в формате PDF. То есть отсканировали документ с подписью, печатью и его приложили. Также обращаю внимание, да, что необходимо размещать актуальные документы, об этом я уже говорила, да, то есть те документы, которые были разработаны и доведены до коллектива образовательной организации в 2021 году, не 2020 года документы должны быть. И также обратите внимание, что ваши документы должны соответствовать вашим антирисковым программам. У вас в каждой антирисковой программе есть план мероприятий, есть дорожная карта, и, соответственно, этим мероприятиям подтверждающие документы. Запланировано анкетирование, пожалуйста, вот анкета, вот анализ анкеты. Запланировано проведение какого-то мероприятия, пожалуйста, приказ о проведении, отчет о проведении. Пожалуйста, на это внимание, коллеги, обратите. Это очень важно, поскольку это учитывается в федеральном рейтинге. Нас с вами проверяют именно по наличию и по качеству всех представленных материалов. То есть не просто что-то прикрепили в качестве подтверждающих документов, а это должны быть те документы, которые соответствуют требованиям. Также обращаем внимание, что не все коллеги активно участвуют в информационно-методических мероприятиях, но здесь вот только 3 вебинара, которые были у нас установочные в феврале и марте, приведены. Ну, я надеюсь, что с видеозаписями мероприятий вы все познакомились и проработали. Коллеги, у нас с 19 по 21 мая проходил международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы проанализировали участие всех школ, участников проекта в этом международном методическом семинаре. Коллеги, обратите внимание, зеленый список даже несколько короче, чем красный. Это те, кто принимал участие непосредственно в дни проведения семинара. Коллеги, все материалы, все видеозаписи встреч, всех информационных сессий, проектных сессий, кейсы, все размещено на сайте семинара в открытом доступе. Пожалуйста, пользуйтесь, пожалуйста, прорабатывайте. Все для вас. Семинар мы проводили именно для вас, но тем не менее не все школы-участники проекта воспользовались возможностью поработать с нашими международными экспертами, федеральными экспертами, региональными экспертами. Были представители нашего федерального оператора, непосредственно заместитель директора ФИОКа участвовал в нашем международном методическом семинаре. Мы его пригласили специально для того, чтобы рассказать вам об идеологии проекта. Так, и, коллеги, обращаем ваше внимание на участие в курсах повышения квалификации. Достаточно активно приняли участие вот в 3-й программе, которая здесь в табличке обозначена, «Совершенствование предметных и методических компетенций учителя математики». Курс по эффективному управлению качеством образования общеобразовательной организации. Здесь представлены данные по 1-му потоку этого курса, который проходил в марте. В июле проходил у нас 2-й поток. Здесь тоже более активное участие уже приняли представителей других муниципалитетов. Здесь вот в этой табличке они пока не попали, но здесь активность уже была повыше. Коллеги, появляется новый показатель в рейтинге. Это информационное сопровождение проекта на сайтах образовательных организаций.
Мы с вами об этом тоже говорили в начале нашей совместной работы. На сегодняшний день раздел о проекте 500+, я нашла на сайте только 7 образовательных организаций с материалами. Это Парма, это Чинья-Ворог, Аджиром, школа номер 9 Печора, Палевицкая СОЖ, СОЖ села Усть-Вым и СОЖ Козлук. СОЖ Подтыбок раздел на сайте представлен, но в разделе нет никаких пока документов. Коллеги, пожалуйста, над этим поработайте. И все остальные коллеги, кто у нас пока еще в правой части этого слайда в красном списке, этот раздел на сайтах школ должен появиться, и в нем должны быть представлены те материалы, которые отражают ход проекта. Можете посмотреть у коллег, что они выложили. Достаточно информативно представлены разделы на сайтах тех образовательных организаций, которые вот в левой части у нас представлены. Итак, идем дальше. Коллеги, напоминаю, что для нашего с вами взаимодействия, для размещения всех методических материалов по проекту работает платформа «Мобильный методист». В календаре отражаются все мероприятия проекта, все предстоящие вебинары, семинары, все в календаре есть. И также информация о курсах повышения квалификации, которые прошли, она тоже в календаре закреплена. Но обращаю ваше внимание на вот ту часть, которая у нас справа, список команд проекта. Если мы с вами зайдем в каждую команду, то увидим, что страничка пока пустая. На этой страничке должны появиться визитные карточки всех образовательных организаций, которые участвуют в проекте, визитные карточки кураторов школ, которые они представляют, ну и по возможности какие-то материалы, разработанные вами в ваших сообществах. На сегодняшний день в данном разделе пока представлена только визитная карточка школы Козлук. Коллеги, пожалуйста, заполняем этот раздел. Это тоже очень важный момент, который сейчас будет включен в мониторинг вовлеченности регионов. Итак, коллеги, мы с вами уже упоминали, да, о рейтинге вовлеченности регионов. Первый рейтинг был проведен в марте там, по итогам анкетирования, участия в анкетировании наших учителей школ, да, участие кураторов, участие директоров. Второй рейтинг вовлеченности проводился в июне, и здесь уже мы видим достаточно много различных показателей, по которым этот рейтинг проводился. Сегодня мы с вами на достаточно хорошем месте находимся. 32 место занимает Республика Коми в общем рейтинге 85 субъектов. Общий итоговый балл у нас из 1310 возможных 1010 баллов. И мы с вами пока находимся в зеленой зоне. Почему пока? Потому что, как мы видели, у нас не все благополучно, и некоторые организации пока даже не представили документы. Представьте, вот если бы именно эти организации попали в выборочную экспертизу, здесь бы у нас баллы были значительно более низкими. Итак, что проверялось? Проводилась выборочная содержательная экспертиза концептуальных документов и документов, которые подтверждают работу с рисками, и мониторинг работы регионов в ИСМЭДЭК проходил. По концептуальным документам максимум можно было набрать 5 баллов, мы с вами показали 4 балла. То есть попала, видимо, какая-то образовательная организация, у которой концептуальные документы, либо концепция развития школы, либо среднесрочная программа, они были недостаточно доработаны. По документам, подтверждающим работу с рисками, максимум можно было набрать 7 баллов, у нас с вами 5 баллов. Да? То есть не все документы, как мы с вами увидели, они соответствуют требованиям. То есть необходимо над этим еще поработать. Далее, мониторинг ИСМЭДЭК проходил. Это вот взаимодействие кураторов, взаимодействие регионального координатора через систему. Максимум можно было 1 балл набрать, мы его набрали.
Итого общий итог, максимально можно было 13 баллов набрать, у нас по республике 10 баллов. Это, в принципе, результат неплохой, но он мог бы быть и лучше. И вторая группа критериев – это техническое сопровождение проекта регионами. Оценивалась работа кураторов в ходе работы региона с концептуальными документами. Максимум можно было 3 балла набрать. Наши кураторы достаточно активно взаимодействуют со школами в рамках системы ИСМЭДОК, да, и, соответственно, 3 балла мы сами за это получили. Работа куратора в ходе работы региона с рисками. Максимум можно было получить 3 балла. Тоже наши кураторы эффективно эту работу организовали. 3 балла мы с вами получили. Участие в вопросах. Максимум можно было заработать 1 балл. То есть если более 80% тех, кто должен пройти участие в вопросах, это прошли, мы с вами 1 балл заработали. То есть наша с вами активность по участию в вопросах, она достаточно высокая, и ее необходимо выдерживать, а лучше даже еще и наращивать. Мониторинг реализации региональных дорожных карт. Максимум 2 балла можно было заработать. Мы представили отчет достаточно такой объемный по выполнению региональной дорожной карты, и свои 2 балла мы за это заработали. Трансляция успешного опыта работы кураторов и школ в рамках проекта. Максимум 1 балл можно было заработать. Мы представляли опыт региона на одном из федеральных вебинаров и пригласили всех, кто желает, к участию в нашем международном методическом семинаре «Эффективный учитель для эффективной школы». То есть здесь у нас 1 балл есть. Итого общий итог, максимум можно было 10 баллов заработать. Эти 10 баллов у нас с вами есть по техническому сопровождению проекта. Поэтому здесь тоже не сбавляем обороты, продолжаем взаимодействие в рамках ИСМЭДОК. И, соответственно, будем с вами выходить на более высокие результаты. Но, коллеги, обращаю ваше внимание, что в конце августа был представлен федеральным оператором уже новый рейтинг вовлеченности, рейтинг 3.0. И здесь предложены уже новые показатели, они значительно расширены. И сейчас мы по этим показателям пройдемся, соответственно, сформулируем для себя задачи, которые ставим для выполнения. Так, будет вот 3 группы критериев. Первая группа – это качество содержания материалов школ. Коллеги, опять будет проводиться выборочная содержательная экспертиза концептуальных документов и выборочная содержательная экспертиза подтверждающих документов, обращаю внимание, по первому этапу. Сегодня тоже был вебинар для региональных координаторов. Я задала вопрос, второй этап, когда будем. Сказали, что сейчас пока отрабатываем по первому этапу, второй этап будем к ноябрю выполнять. Проверять будут в ноябре. То есть сейчас особое внимание обращаем на те документы, которые по первому этапу должны были быть нами представлены. Вторая группа критериев – это организационное сопровождение проекта. То есть будет проводиться мониторинг, как мы с вами организуем взаимодействие в информационной системе ИСМЭДОК. Будет оцениваться работа кураторов, будет проводиться, опять же, мониторинг реализации региональной дорожной карты. Важный момент – это опять трансляция муниципального или регионального управленческого инструмента и информационное сопровождение проекта. И третья группа критериев – это обратная связь, то есть будет проходить опять анкетирование участников проекта. О сроках я далее скажу. Так, вот такие 3 группы критериев, и сейчас более подробно о некоторых из них. Выборочная содержательная экспертиза концептуальных документов. Коллеги, мы с вами попали в зеленую зону, поэтому будет проводиться экспертиза документов тех образовательных организаций, которые в первом этапе мониторинга не экспертировались. Но, к сожалению, мы с вами точно не знаем, какие именно организации попали на первом этапе. И мы с вами видели, что по первому этапу у нас у кого-то какие-то проблемы возникли, да, соответственно, не все документы соответствовали требованиям. Проводиться будет выборочная экспертиза с 1 по 8 октября, коллеги. Поэтому до 1 октября у нас с вами есть возможность доработать наши концептуальные документы. На что важно обратить внимание? Вот мы видим, да, что будет оцениваться положительно, что оценивается отрицательно. То есть документы должны быть разработаны и согласованы школой в 2021 году. Об этом я уже сегодня неоднократно упоминала. Рисковые направления
активированы в соответствии с самодиагностикой. То есть вы провели самодиагностику, вы определили те риски, которые для вас актуальны, и вы свои рисковые направления активировали в соответствии с самодиагностикой. По-моему, здесь у нас у образовательных организаций проблем не было. Размещенные документы учитывают все риски, активированные как направления. Мы сами увидели, да, вот анализ я показывала на предыдущих слайдах, что 3 школы у нас пока еще не все риски закрыли. А 2 школы вообще даже не представили свои антирисковые программы. В размещенных документах должны быть сформулированы цель и задачи по каждому активированному рисковому направлению. Коллеги, вот это проверьте у себя, пожалуйста, в ваших концептуальных документах, в вашей концепции развития, что цель и задачи должны быть по каждому активированному риску обозначены. Они потом должны соотноситься с вашими антирисковыми программами. В размещенных документах должны быть указаны сроки и показатели результативности по каждому активированному рисковому направлению. Это тоже, коллеги, пожалуйста, проверьте. Сроки должны быть указаны конкретно. У кого-то написано в течение года или там к декабрю. Коллеги, пожалуйста, на это внимание обратите, да, и более конкретно сроки, пожалуйста, укажите, если это возможно в каждом конкретном случае. По выборочной содержательной экспертизе подтверждающих документов также федеральный оператор отмечает сроки с 1 по 8 октября год, то есть до 1 октября у вас есть возможность подкорректировать, добавить, дополнить те документы, которые подтверждают проведение вами мероприятий. Опять же, было сказано, да, что у тех, кто попал в зеленую зону, будут проверять те образовательные организации, которые ранее под экспертизу не попадали. Поэтому, коллеги, пожалуйста, все равно обратите внимание на все свои документы, поскольку мы не знаем, какие именно школы в экспертизе участвовали на первом этапе. Итак, антирисковая программа должна быть разработана, утверждена школой в 2021 году. Здесь, по-моему, у нас проблем нет, за исключением вот тех 2 школ, Пожик и СОШ номер 1, Троицкая, Печорская, у которых не представлена вообще антирисковая программа. В антирисковых программах должны быть сформулированы цель и задачи реализации программы. Пожалуйста, обратите на это внимание. Возможно, у кого-то есть только цель, но отсутствуют задачи. Целевые показатели должны быть сформулированы в антирисковых программах, и ожидаемые конечные результаты должны быть сформулированы. То есть вот при наличии этих 4 показателей отмечается, что антирисковые программы соответствуют требованиям. Далее, следующие критерии по антирисковым программам. В антирисковых программах имеется дорожная карта, то есть таблица мероприятий по реализации программы с планируемой датой реализации каждого мероприятия. Обращаю внимание вот на дату. Да? Здесь федеральный оператор, он четко тоже придерживается того, что необходимо, чтобы обязательно конкретная дата была. Не просто в течение года, а с конкретной датой. Например, там до 31 ноября. Подтверждающие документы первого этапа должны соотноситься с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы. Это тоже очень важный момент, коллеги, пожалуйста, на него внимание обратите. То есть если у вас в вашей дорожной карте написано, что в июне вы должны провести анализ успеваемости, да, то, соответственно, подтверждающий документ, аналитическая справка должен быть представлен. И подтверждающие документы должны позволять подтвердить факт реализации мероприятия антирисковой программы, вот о чем мы с вами говорили, да? И они должны соответствовать тем мероприятиям, которые вы заявили в своей антирисковой программе. То есть, помним, да, это может быть приказ, это может быть отчет о проведении мероприятия, это может быть какая-то аналитическая справка, да? Это может быть анализ анкеты и так далее, в зависимости от того, какое мероприятие вами запланировано. И документ должен быть подписан, печать желательно, и в формате PDF с подписью. Все это должно быть загружено в информационную систему. Следующий показатель, коллеги, критерий, да, по которому у нас с вами будут оценивать, это мониторинг ISMEDC. Обратите внимание на примечание, которое дает федеральный оператор. Этот показатель рейтинга будет использован как понижающий при условии невыполнения всех этапов проекта на отчетную дату.
То есть нам с вами важно, да, чтобы все этапы проекта на отчетную дату были выполнены. Итоговая выгрузка отчетов будет проводиться 14 октября. То есть до 14 октября все мероприятия, которые запланированы в ИСМЭДЭК, должны быть нами выполнены. Работа кураторов также будет оцениваться. Как кураторы работают в ИСМЭДЭК. Но опять же смотрим, да, какое примечание дает нам федеральный оператор. Этот показатель будет оцениваться по итогам работы кураторов с концептуальными документами и с подтверждающими документами первого этапа. То есть пока федеральный оператор дает нам с вами возможность четко, грамотно отработать документы по первому этапу. С 1 по 8 октября будет проводиться этот мониторинг, поэтому до 1 октября у нас с вами есть возможность поработать с нашими документами. Очень важно, что все документы должны соответствовать методическим рекомендациям. Методические рекомендации размещены на сайте ФИОКа. Методические рекомендации размещены у нас на платформе «Мобильный методист». Если вы с ними еще не поработали, то, пожалуйста, поработайте. И куратор может согласовать документ только в том случае, если он соответствует методическим рекомендациям. Если документы не соответствуют методическим рекомендациям, то куратор должен отправить документы на доработку. Вся история работы в ИСМЭДЭК, она сохраняется, да, и федеральный оператор может все наши с вами шаги отследить. Отправлял куратор на доработку, не отправлял, сколько раз, какие комментарии давал. То есть все это в системе отслеживается. Поэтому, коллеги, пожалуйста, внутри системы эти возможности используйте. И куратор комментирует действия в чате ИСМЭДЭК. Тоже важно. Использовать возможности данного инструмента. Итак, коллеги, есть ли вопросы на данный этап? Вопросы можете писать в чате, вопросы можете формулировать во вкладочке «Вопросы». Ну, мы пока движемся с вами дальше. Критерий по трансляции муниципального или регионального управленческого инструмента также будет представлен в рейтинге 3.0. Мы далее чуть подробнее на этом остановимся, на том техническом задании, которое нам уже передали от федерального оператора. Ну и здесь, конечно, будет в основном деятельность муниципальных координаторов в большей степени отражена. То есть это управленческие инструменты на уровне региона, на уровне муниципалитета. У нас уже летом поступила заявка от одного из муниципалитетов. Сыктывдинский район готов представить свой опыт. Да, мы, конечно, эту возможность с вами будем использовать. До 1 октября можно будет представить свой опыт, направить его федеральному оператору через нас, через регионального координатора. А новый критерий, который появляется в рейтинге 3.0, это информационное сопровождение проекта. Проводилась, как я уже говорила, экспертиза содержательно региональных дорожных карт, и многие регионы показали, что действительно осуществляется такое информационное сопровождение проекта, и поэтому федеральный оператор решил, что данное направление деятельности, оно тоже должно быть оценено соответствующим количеством баллов, и вот до 8 октября над этим направлением мы с вами можем поработать. И очень важно, да, чтобы это информационное сопровождение было не только на уровне региона, но и на уровне муниципалитета, на уровне образовательных организаций. Поэтому мы с вами говорили, что важно, чтобы наша платформа «Мобильный методист» региональная пополнялась вашими визитными карточками, вашими материалами, для того, чтобы мы региональный опыт отразили. И, конечно, важно, чтобы и на уровне муниципалитетов вот опыт работы со школами с низкими результатами, в том числе в проекте 500+, он тоже был бы отражен. Но на сегодняшний день, вот сегодня как раз буквально на вебинаре федеральном представили рейтинг регионов. У всех регионов так или иначе информационное сопровождение ведется, информационные ресурсы присутствуют, только 5 регионов
было отмечено как красная зона, да, у которых 0 баллов, и на сегодняшний день информационный ресурс отсутствует. Мы с вами в зеленой зоне находимся, платформа «Мобильный методист», которая дает нам возможность представить и федеральные мероприятия, и наши региональные мероприятия. Она работает, она активно используется нами. Хотелось бы, чтобы и ваше присутствие на этой платформе тоже было обозначено. Так, и, коллеги, мы говорили о том, что еще один из критериев рейтинга 3.0 – это опрос участников проекта. Обратите внимание, опрос будет проводиться среди директоров школ участников проекта, будьте к этому готовы, среди кураторов школ, и также пройдет анкетирование учителей и анкетирование родителей. Очень сложно вовлечь родителей в анкетирование, поэтому заранее к этому подготовьтесь. Пока еще на сегодняшний день нам не обозначили те классы, в которых будут проходить анкетирование. На начальном этапе, помните, да, это были 9 классы и 5 классы, или 6 классы, да? Сейчас пока неизвестно, какие это будут классы, но в ближайшее время информацию мы с вами получим. Анкетирование будет проходить с 20 сентября по 1 октября, то есть 10 дней анкетирования будет. И наши коллеги, федеральные операторы, надеются, что этого времени нам будет достаточно для того, чтобы анкетирование организовать. Пожалуйста, к этому будьте готовы. С 20 сентября по 1 октября анкетирование участников проекта, учителей, родителей, директоров и кураторов. Так, и о разработке управленческого инструмента также представлены общие требования к тем инструментам, которые мы бы хотели с вами представить на уровне региона, на уровне муниципалитета. Техническое задание нам представлено, оно создано для описания какого-то конкретного единичного управленческого инструмента. То есть в качестве управленческого инструмента, да, это могут быть какие-то методические рекомендации, это могут быть чек-листы, это могут быть какие-то информационные платформы, которые разработаны либо на уровне региона, либо на уровне муниципалитета. Какие-то, может быть, цифровые инструменты, которые вы используете для организации взаимодействия. Вот я точно знаю, что у Ударского района такой опыт есть, и они бы могли этот опыт представить в качестве вот такого инструмента, который будет у нас представлен от региона уже на федеральном уровне. Управленческие инструменты, их описание будет приниматься от регионального координатора, то есть я организую сбор этих материалов от муниципальных координаторов, да, если они это пожелают сделать. И далее уже от региона мы будем направлять эти описания. И к описанию должны быть предложены документы, которые подтверждают это описание, для того, чтобы этот опыт можно было затем транслировать среди участников проекта адресной методической помощи 500+. Да, то есть эти инструменты, они будут размещаться непосредственно на сайте ФИОКа в разделе региональных практик, региональных инструментов, для того, чтобы все регионы могли этим опытом воспользоваться. Итак, в описании мы должны обратить внимание на актуальность создания управленческого инструмента, то есть мы должны описать те проблемы, которые стояли перед муниципалитетом либо регионом в начале работы со школами проекта 500+, описать те методы сбора информации, которые применялись для выявления или подтверждения проблемы, да, то есть как мы об этой проблеме узнали, может через тестирование, может через анкетирование, через опросы или какие-то другие методы сбора информации. Далее обозначаем цель разработки инструмента управленческого, то есть конкретную цель, которая позволяет достичь применения нашего инструмента. Далее описываем, на кого и на что направлен управленческий инструмент, целевая аудитория, может быть, это для директоров школ, да, либо это может быть для учителей, может быть, для работы с родителями, да, для классных руководителей и так далее. То есть мы должны это описать и указать, какова полномочность и властность данного управленческого инструмента. Обязательным он будет для образовательных организаций, либо рекомендательным, описать задачи, которые мы преследуем, да, в порядке убывания их приоритета, и указать, можно ли корректировать данный инструмент в случае непредвиденных изменений, какие варианты корректировок возможны. Дальше описываются условия разработки управленческого инструмента, условия, которые необходимы для создания этого инструмента. То есть было ли это индивидуальное решение, например, приказ министра или главы региона, либо групповое решение, группа руководителей собралась и приняла решение, либо коллективное от коллектива школы.
создавалась ли рабочая группа для разработки этого инструмента, какой был состав группы, ну и если группа не создавалась, то кто конкретно, да, был уполномочен этот инструмент разработать. А далее описывается механизм внедрения управленческого инструмента, этапы внедрения, какая информационная поддержка, если она была, и описываются принципы работы управленческого инструмента, то есть описывается механизм и какие возможности дает данный инструмент для школ, для муниципалитетов, для региона в целом. А далее представляем анализ эффективности управленческого инструмента, каковы последствия применения этого инструмента, какие сведения характеризуют работу инструмента, какие количественные и качественные показатели нами получены, какой охват был, да, какие отзывы были получены, и как и чем можно проверить эффективность данного инструмента, да, то есть есть ли какие-то планируемые показатели. И описать, какие ценности для целевых аудиторий представляет разработанный управленческий инструмент. То есть вот такой алгоритм для описания управленческого инструмента. Коллеги, поэтому я предлагаю вам подумать, да, на уровне муниципалитетов, какие управленческие инструменты у вас разработаны в рамках данного проекта, какие инструменты вы готовы предложить для того, чтобы продемонстрировать их на федеральном уровне, и об этом написать мне письмо, да, о том, что вы предлагаете, и мы с вами потом уже конкретно проработаем, какой инструмент можно будет представить. Техническое задание нам федеральный оператор направил, поэтому совместно вот с нашей сегодняшней презентацией в рассылке техническое задание я тоже всем муниципальным координаторам направлю. То есть это практики именно муниципалитетов, которые могут быть обобщением практик кураторов, обобщением практик школ. То есть именно от муниципалитетов и от регионов эти практики будут собирать. То есть не от отдельных школ, не от отдельных кураторов. Обобщенные инструменты, обобщенные практики. Итак, коллеги, еще раз напоминаем сроки федеральных мероприятий. До 17 сентября будет проводиться мониторинг реализации региональной дорожной карты. Здесь мы совместно с коллегами готовим отчет и направляем его федеральному оператору. С 20 сентября по 1 октября, коллеги, опрос участников проекта, директора школ участников, кураторы, педагоги и родители будут участвовать в опросе. До 1 октября готовим мы с вами описание наших муниципальных и региональных управленческих инструментов. И в октябре, с 1 по 8 октября будет проводиться выборочная содержательная экспертиза концептуальных документов, подтверждающих документов по первому этапу. То есть до 1 октября мы с вами можем проработать наши документы, доработать их. С 1 по 8 октября также будет проводиться мониторинг работы кураторов в ИСМЭДЭК. До 8 октября будет проводиться анализ информационного сопровождения проекта. И 14 октября будет выгрузка мониторинга ИСМЭДЭК. То есть вот это наши с вами контрольные точки на сентябрь и октябрь, которыми мы должны поработать и выполнить наши с вами задачи. Итак, коллеги, вы можете задать свои вопросы. Я вижу во вкладочке у Вероники Александровны возникла проблема со входом на сайт ФИСОКа. Возможно ли обновление логина и пароля? Вероника Александровна, попробуйте написать на адрес технической поддержки help ФИСОКа, либо у нас есть ФИСОКа чат для участников проекта 500+, в чате тоже свои вопросы можно писать, там для задавания вопросов авторизация не нужна. Возможно, вы какой-то символ вводите неправильно, да, потому что есть символы, которые похожи по своему начертанию. Единичка, буква L маленькая, да, буква И заглавная, они похожи. Так, поэтому, пожалуйста,
Я могу еще раз направить вам ваш логин и пароль, который приходил нам от федерального оператора, если есть такая необходимость. Так, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Так, коллеги, очень важно, да, обратить внимание на качество представленных вами документов. Сегодня вот на федеральном вебинаре об этом еще раз говорили, что есть возможность доработать ваши концептуальные документы, ваши антирисковые программы и, конечно, еще раз пересмотреть те документы, которые вы в качестве подтверждающих прикрепляете. Обратите внимание на соответствие всех этих документов друг другу. Вот у вас дорожная карта в антирисковой программе, вот у вас документы, которые подтверждают выполнение мероприятий этой дорожной карты. Ну и, коллеги, конечно, очень важно, чтобы вы приняли участие в тех мероприятиях, которые мы запланировали на второе полугодие в институте. У нас сейчас происходят достаточно такие серьезные изменения в структуре института. Вы знаете наверняка уже, что создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Коми. Пока у нас идут еще ремонтные работы, но в ближайшее время этот центр будет открыт. Работа центра уже ведется. Мы уже работаем с учителями, работаем с педагогами, реализуем индивидуальные образовательные маршруты педагогов. И, конечно, вся эта деятельность нами уже выстраивается. Кроме того, у нас сформировано 6 предметных кафедр. Очень долго мы этого ждали, долго шли к этому. Теперь эти предметные кафедры у нас есть, и эти предметные кафедры будут работать непосредственно уже с учителями-предметниками. Поэтому много разнообразных мероприятий для учителей-предметников мы запланировали на второе полугодие. Будем вам всю информацию тоже направлять, и, пожалуйста, организуйте участие ваших педагогов в этих мероприятиях. И, конечно, многие из ваших педагогов принимают участие в курсах повышения квалификации, которые проводит Академия Министерства просвещения, Школа современного учителя. На этих курсах тоже очень много интересного и полезного ваши учителя получат. И также, конечно, в этом году у нас будет перестроена, да, переформатирована система работы с теми субсидиарными сущностями, которые создаются в рамках проекта «Современная школа. Успех каждого ребенка». Это кванториумы, это точки роста, да, которые уже созданы во многих школах проекта, но пока еще не активно включаются в деятельность по проекту. И, конечно, это новые точки роста, которые создаются в этом году. Мы с вами знаем, да, что у нас немножечко сейчас направленность точек роста она будет изменяться. Если первые точки роста, которые создавались, они в основном по информатике, ОБЖ, да, и шахматы, да, там были еще в рамках содержания, то сейчас это в основном, естественно, научная направленность, физика, химия, биология. И с педагогами, которые работают в точках роста, мы также свою работу будем организовывать и мероприятия для них проводить. Поэтому, пожалуйста, коллеги, активно принимайте участие в этих мероприятиях. Вся информация размещается у нас на сайте института, вся информация через информационные письма доводится до управления образования, и мы будем дублировать информационные письма непосредственно уже школам, участникам проекта и кураторам проекта. Коллеги, пожалуйста, если у вас еще есть какие-то вопросы, вы можете их задать, пока у вас есть такая возможность. Видеозапись будет размещена в видеозале и на сайте проекта. Также на платформе «Мобильный методист» мы видеозапись разместим и ссылочку разошлем вместе с презентацией.
всем участникам проекта, всем региональным, всем муниципальным координаторам и всем кураторам. Я благодарю тех коллег, которые приняли активное участие в представлении своего опыта работы в рамках Дня сельской школы. Татьяна Михайловна Казакова, большое вам спасибо. Также благодарю Ирину Анатольевну, школа села Йодва, за ваше активное участие и представление инструментов. Татьяна Михайловна, если у вас есть желание, вы можете также представить практику работы куратора в рамках муниципальной практики муниципалитета через своего муниципального координатора вместе поработать. И я думаю, что у вас есть то, что можно представить на федеральный уровень. Так, коллеги, ну, всем спасибо. Успешной нам совместной работы. Ждем вас в числе участников наших мероприятий. На следующей неделе будут возобновлены федеральные вебинары. Также всю информацию о федеральных вебинарах я вам всегда перенаправляю. Тоже по возможности, пожалуйста, принимайте участие, просматривайте видеозаписи. Много интересного и полезного можно на них услышать, поскольку там часто представляется опыт регионов, опыт кураторов, опыт школ, которые вы можете транслировать и на свои образовательные организации. Коллеги, всем спасибо. Мы завершаем нашу работу. Письма можете писать на мой адрес, свои вопросы задавать. Всем спасибо. До свидания.